Нафига? 33 градуса показывает. Нормально. Мороз. Ребята, всем привет. Привет большой с Республики Коми. С южной части, ребята. Ну, тут у нас наступили морозики. Ну, все-таки зима, ребята, вступила в свои права. 7 декабря, ребята, 9 час утра. Всех приветствую. 1,5 недели прошло, ребят, как мы потонули. Мотобуксировщик до сих пор, ребята, на дне, так как система была непонятная. Если я потонул, ребята, в том месте, где был лед сантиметр, явно сразу туда не поедешь и не будешь доставать ее. Ну, после того, ребята, просто ужасная погода, были бури. Не знаю, вот мои бураницы, которые я здесь ездил, их просто нету. Вот. Не знаю, сантиметров 40-50 снега накропалило. И вот сейчас долгожданные морозы. В принципе, лед сейчас твердеет, замерзает в этом месте. И, в принципе, можно ехать, ребята, доставать его, да? Ну, в общем, решил, ребят, я прокатиться к Геннадьевичу. Настроение, ребят, было такое, прям беспонтовое. Вот первый раз взял камеру, что-то посниматься. И все-таки, ребят, решился съездить. Немножко развеяться, отдохнуть после этой всей демагогии, потому что нереально меня приземлила так эта ситуация. И морально, и физически, и финансово. И так что собрался, ребята, силами и решил мотануть. Солнышко встает, ребята, очень красиво. Но оно, в принципе, особо-то и много и не подымется. В общем, ребят, собираюсь. Дорога будет тяжелая, так как еду в одного, еду, ребята, я на всяких различных маршрутках, автобусах. Своего транспорта нет у меня, и придется, ребят, перебежками как-то бегать. Опять же, надо будет какие-то вещи с собой брать, ну, придется как-то по минимуму все это укомплектовать так, чтобы мне было удобно двигаться по всяким вот этим различным транспортам. Припылил в деревню и в целом, ребят, буду потихоньку собираться. Геннадий ждет, мы с ним договаривались, ребята, по первому льду. Ну, конечно, это уже не первый лед, ну, в общем, съездим в деревню, поживем с Геннадьевичем, пообщаемся, порыбачим. Я думаю, будет интересно. Тем более, обещал вам, и многие вы писали, потому что, Андрюха, когда Геннадьевич поедешь? В целом, ребята, эта ситуация меня должна была приземлить, но я решил, ребята, съездить, не останавливаться. И сразу, ребят, скажу, то, что я заказал новую технику, ребята, и будем доставать тофика на новой технике. Скажите, зачем? Можно его будет перебрать, сделать и быть на ходу. Ну, ребята, смотрите, если, допустим, даже вот ездить туда, мотособаки, пробивать путик, делать наледь, потому что, ну, вот этот снег, а снизу вода, ну, я думаю, вот эти 30-ки, то, что сейчас дают, ребята, она не замерзнет, и это будет печально, печально все это. Надо будет ходить, намораживать, и потом уже как-то планово с друзьями выезжать и доставать. Ну, чтобы туда добираться, меня никто не будет возить, это никому не интересно. Вот, ребят, я взял новый, уже собирают его, и скоро, ребята, он с Ярославля пухнет сюда, в Республику Коми. Я думаю, как раз по приезду с Геннадьевича мы поедем сразу за новой техникой. Вот такие планы, ребята. Ну, я думаю, это самый оптимальный вариант, тем более потом, сколько я буду его перебирать, как его будем чинить и так далее и тому подобное. Ребят, я буду на ходу. Соберем его, если он будет работать, дай бог. Он будет у меня стоять в гараже, гараж будет большой. Ко мне кто-то будет приезжать в гости, мы уже на двух мотособаках будем ехать, пылить в тайгу, покорять просторы. Или я его продам, или разыграю на канале, ребята, это будет уже потом видно. Ну все, ребята, морозик, руки мерзнут. Погнали собираться. Все, понеслась. Так, ребята, небольшие сборы. Почему небольшие? Потому что, ну, еще раз говорю, по этим маршруткам не поездишь особо. И думаю, что брать по минимуму. Но в эту поездку, ребята, я отдамся все равно жерлицам своим. И хочу попробовать комбайны. Комбайны на Печоре, на Изя, на Сига, на Харьюза. Что-то в этом роде. Ну, опять же, Донкина, Налима. Так, как едем за Налимом. Ну все, братцы, вроде как собрался. Взял самое необходимое, что смог, потому что, ну вот, еду с баулом просто. Ну, 3 рюкзака брать как-то, ну, это бред.
Взял баул просто, ребята, тут погрузил все, и личные вещи, и жерлицы, так как хочу с Геннадьевичем на них порыбачить, комбайны, какие-то снасти, термос, зарядки, пауэрбанки, штативы там для съемок и так далее. Термосок, пару бутиков, сумка с документами, вещи, ребята, не буду я тут одеваться, как-то выдумываться там, строить из себя интеллигенты, туфельки, мокасины там, ребята, хотя это все есть. Многие писали, помню, Андрюха, я, говорит, увидел тебя в джинсах, говорит, и аж засмущался. Ну, в общем, ребята, есть такие вещи, ну, в тайге привык носить то, что мне удобно, то, что мне в нем тепло и комфортно. В общем, еду в стареньком костюме, хотя в этом году хотел брать новый. В зимних сапогах, ну, просто я думаю, если я положу вот это отдельно, то, блин, ну мне просто не хватит места. 11 часов, ребята, 12 часов я стартую из деревни, еду до города Сыктывкара. В 3 часа у меня, ребята, другой автобус, микроавтобус, еду прямо до Троицка. Зима, часов 9-10 буду добираться, нарисуюсь на Наугены в часиков 12, в час ночи. В общем, 3 заезда у меня. Сейчас добрался до деревни сюда на маршрутке. Сейчас на маршрутке до Сыктывкара и, в общем, с Сыктывкара до Гены. Все, ребята, вроде все готово, все не забыл. Для этой схемы прикупил новенький бур, так как мой где-то на дне лежит. 130-й Гена говорит, 130-го нету, Андрюха, вот как раз поджариться 130-й нужен. Ну все, ребята, погнали. Что, ребята, все, час X, время 12:05, то бишь через минут 10 будет автобус, ребята, и стартуем до Сыктывкара. В поселке Мороз, такой поселок мертвый, никого нету. В общем, ребята, взял саночки, ну таким образом, ребята, грузанулся. Как-то так. Все, ребята, ждем автобус и до столицы. Ребятки, долетел до Сыктывкара, что-то рановато подъехал. В общем, созвонился с колясиком, кореш у меня тут, рыбалку вместе ездили. Приехал, забрал меня. Приехали в рыболовный сервис, тут магазин, немножко прогуляться. В общем, намного теплее здесь, как ни странно, на 5 градусов, наверное, даже больше. Вроде как и южнее, как будто, а мороз у нас покрепче будет. В общем, есть еще часик, надо купить симку МТСовскую, связи там не будет. Ну и что-то там по мелочи. Водичку там туда-сюда. Как-то так. Жерлицы. Туда-сюда. Ладно. Давай. До встречи. Да, за встречу. Хорошей дороги. Да.
Что, ребята, первая остановка у нас. Тормознули в Ченеворике. Ну, в общем, что пылим. Водитель уверенно шагает. Молодец, прям не сомневается в каждом повороте. А народу вообще минимум, ребят, 4 человека всего лишь нас едем, то бишь, ну, на расслабоне. Единственное то, что в бушлате еду. Ноги кипят уже. Тут кафешка такая. Обычно тут перекусываем. Если в этом районе кто-то ездит, то многие понимает. В общем, к Ухте подходим, ребята. 60 километров остается до одного из больших городов Республики Коми. Ну а потом далее в тайгу. В общем, все четко, ребят. Ну что, снимать нечего. Едем, зимняя тайга. Так, маломайски слушаю музыку. Так, немножко на расслабоне. В общем, немножко осталось, ребят. Ну, половина там. Плюс-минус. Зайдем сейчас в кафешку. Кстати, летом, когда мы здесь ехали, Геннадьевичу, я писал там записку в этой кафе. Пойдем посмотрим, может она там осталась. Ладненько. Нам потребуется слоеное тесто, абрикосовый джем, лимон, творог, яйца, корень имбиря. Сначала я сделаю абрикосовый джем, который буду подавать. Что там, где рыбак? Подходи. Не бойся. Здравствуйте. Да подойди, Ген. А я подошел. Ну подойди, поздоровайся. Стесняется меня, да? Да иди, он тебе подарок даст. Дед Мороз бородатый приехал. Дедушка Мороз приехал. Новым годом тебя наступающим, держи. Подарок тебе. Гена? Ничего не забыл? А, спасибо. Ну нормально, молодец. Здравствуйте, потом уж здравствуйте. Ну что, как Дед Мороз, нормальный? Он настоящий. Да. Верю. Давай, Дедушка Мороз, проходи. Давай. Ну что, ребятки, все, я уже переобулся. Долетел, ребята, долетел. Тяжелая дорога, 10:30. Только заехали домой. Геннадий встретил меня. Ничего, ребят, не снимал там толком дорогу. Как встретились, в общем, все четко. Я у Гены, Троицк. Встречают, ребята, 17 градусов мороза. Будем ужинать, общаться. Ну и завтра, ребята, в лес, в тайгу. Отлично. В бушлате больше никогда не поеду. Это труба, это труба. Эх, Андрюха. Месяц, говорю. Две недели-то я тебя точно уже как бы здесь ожидал. Вот это, с этой бутылочкой в холодильнике получается. Сергей Геннадьевич, ну успели же в этом году, правильно? В 2001 мы обязалку дали. Успели. Первый лед. Где первый лед? Уже. А нет, он как первый лед получается, гниловатый там. Фигня такая. Я у себя тоже воевал там, Сажешь. Я-то в курсе, как ты воевал. Так что. Вот. Ну что, нормально. Бывает, что бывает, я не спорю. Потихонечку. О, как раз. Получается, он подсушок на сегодня хватит. Пол-литра за вечер, это нормальный результат. Что, Геннадьевич, подарочки примешь? Не с пустыми же приехал, так, относительно. Ну давай. Правда, не зима, точнее не лето. Кепочка. Видел же, наверное, хожу такие, блатую. Классная кепка, не знаю. Ну, то, что вот ребята, они вот балерочку делают, ну, понятно, что фирма. Но это чисто от магазина моего. Ребята делают. Летом приедешь, будем вместе с такими. Да, будем козырять. Ну, может, пацану отдашь, я не знаю, что. Не дам. Это мне. Я подарки не раздаю. Только у меня вот так вот. У меня 60 размер, где-то вот так вот сделаю. Опа-на. Вот, все четко. О. Ну как? Короче, Геннадий, слышишь, вот был у меня маскалатик. Я, правда, с охоты-то не охотник. А ты вот как охотник же у нас еще. Я тебе вот... Березка. Пчел валяется, березочка, да. Накидываю на сеть. Кстати, может зайчик. сейчас это, зайчиков нет, а на косачей это как раз на лосе косачей. Ну, на лосе пока лицензии нет. Как раз там большой размер, я думаю, на пуфайку вот она как раз большой. Она тянется туда-сюда. Это сейчас можно, кстати, тоже будет взять, может, вдруг там будем на лугах. 2 года назад косачей было там немерено.
Прошлый год не было. Позапрошлый были косачи. О. Это как на поле чудес уже, да? Да. Потом, Геннадий, смотри, вот как раз по теме охотника и рыбака. Такие вахи, смотри. Мне вроде как будто может что-то ковырнуть и стрельнуть. Опять же, на буксировщике поехал, палец загнул, туда загнул и уже теплее поехал. Понял? Ну, не знаю, тема, конечно, такая, так сказать, сыроватая. Может, ты протестируешь? У меня как-то были похожие такие, но не помню тоньше, но они что-то или куда-то они делись, или куда-то они потерялись. Ну, в общем, короче, этот, О. пиф-паф, если что. А потом, если И папу, пальцы и замерзли, да, как бы туда засовываешь. раз, ну, завтра они уже пройдут испытания. По-любому. Ну, и чтоб ножки уже. Вот. Стельки, я тебе знаешь, что скажу? Стельки, у меня вот эти чулки протерлись, от эти квадратики-то на дне там потом протерлись. же квадратики. Стелек не было. Я говорю, ну, блин, за паршей хожу в магазин каждый раз. Стельки забываю купить, блин, вот как раз они сейчас. Ну, это ты на ход ноги уже, что понял, чтобы уже как бы этот, кепка вроде как бы, руки и уже чтобы ноги были. Все, Андрюк, спасибо, брат. Да, Это надо выпить? 100%. Ну как я, а? Вот так вот, хапана. Давай, Геннадьевич, Блин. за этот успех. А я что-то даже подарка не приготовил. Да какие подарки, значит, это так чисто символически. Я что-то это даже не это. Ну, я такой человек, что Не, я просто что, ну как бы это чисто символически, это никак не подарки, это знаешь, это вещи нужные, которые тебе пригодятся, они у меня как бы, ну, лежат, они тебе больше время будут. молодец, что приехал. Самое главное, что выбрался, да. Так что отдохнем, порыбачим. Обязательно. Обязательно. Соскучился. Вот так вот. Это еще только начало. Кстати, слово возьмем обязательно. У меня не закрыта лицензия на 2 глухарей, наверное, 5 косачей. Потом в этой лицензии писан волк. Жалко, лося не дали, конечно. Типа, если мы отдадим лося, то будет нарушен лимит. Типа в лимит уже не выхожу, но я поздно дал, на 2 часа опоздал. Народ дает 8:30, а я дал что-то в зоопарке в 10. Ёшкин кот, я же лицензию, ну, заявку не дал. Ну, короче, просрал. Ничего. Будет и на наш Ольский праздник. Вот волка добыть, если, то на следующий год кто добывает волка. Ну там дают. Волка. Как правильно, волка или волка? Ну там уже как бы тоже сука, я же считаю, за суку больше дают, правильно? Волки позорные, да? Ну, короче, если добыл ты волка, то у тебя как бы бонусом идет вот то, что при выдаче, ну, не Ну я знаю, понял, Раньше же путевку давали, да, лицензию давали. дадут хорошо, будем охотиться на лосика. Ну да, мясо бы, конечно, не помешало тоже, бы что, конечно, Не делать, дадут. да? Не дадут, не будем охотиться на лосика, будем смотреть, как они перебегают. Вот оденем такой масхалат, сядем за дерево и будем смотреть, как они там перебегают, там все нормально, снимать на камеру. Спасибо, друг. Пожалуйста, братан. Что пригодится. Конечно. Хорошо. Помню, как-то у меня супруга давным-давно, лет, наверное, уже 20 назад, Сами делали, да? сами делали простыней, там все такое, да. Да. Старые охотники, да, нас. А с нее и это все, и снег хорошо будет идти, все четко. И размер хороший, уж, но это больше размером, то что. Так что мы найдем этому костюму применение, найдем обязательно. Так, ну что, все, пузырек закончится, тебе по Чайковскому, наверное. Да, и хочу. И отдыхать.
Завтра тяжелый день, завтра день заезда, он всегда тяжелый. Ну а дальше мы все расскажем, все покажем, все впереди еще, все только начинается. Ребята, доброе утро. В общем, наконец-то, ребята, наконец-то мы уезжаем. Вчера поздно вечером приехал. Меня встретили, как полагается, ребята. Посидели, пообщались, прикинули планы. Как не заметишь, как уже 4 утра, ребята, мы легли спать. Ну вот, в общем, уезжаем. Дождались 8 утра, так как нам надо будет еще закупиться. Продукты, кое-какие вещи, так как уезжаем в деревню, а потом уже будем двигаться. Как будем жить, где будем жить, еще пока не знаем. В общем, 15 градусов мороза, ребят, встречает погода. Относительно средняя температура, нормальная, комфортно для рыбалки. Геннадий греет свою конфетку. Ну и все, ребята, стартуем. Все, потихоньку выносим вещи. Сейчас едем в магазины и выезжаем. Погнали. Рано выехали, да? Ладно. Совсем немножко взяли, совсем. Прощай, любимый город. Ходим завтра в море. Что, ребятки, все. Последнее телодвижение, вот заехали в последнее место. Все, ребята, вот так у нас загружена машина. Всякого разного, немного провизии. Ну там буры. Все, что нужно и не нужно, короче, ребят. Съездили по магазинам. Зашел в салон МТС, взял с МТС, купил сим-карту, потому что здесь, ребята, ну, Теле2, он как у меня, тут она не ловит вообще. И, в общем, будем там рядом в деревне, там небольшая связь есть. Так хоть хотя бы быть на связи. Все, ребята, стартуем, выезжаем в Троицко. Все, а уже время 11, ребята. Время бежит незаметно просто. Ну ладно, что, теперь точно погнали. Что, ребята, все, добрались до деревушки. Примерно как полгода, ребят, назад я здесь был. Но здесь совсем другие краски были. Трава зеленая. Матушка Печора, ребята, она вот там уже виднеется. Набрались за деревни. В общем, сразу чистим снег. Будем жить в летней кухне у Геннадьевича. Сегодня ночь. Дом уже не будем целый отапливать, ну потому что это его сложно будет прогреть. В общем, летнюю кухню. Сразу сейчас топим печки, чтобы была уже температура, нагонялась к вечеру. Чистим снег, стаскиваю вещи. В общем, ну и потом на реку. Сегодня вот такая у нас будет. Такой заезд будет. Ну что, не успеваем ничего пока. Ну и спешить, в принципе-то и некуда.
Газ жидкий. Ничего, скоро будет здесь город сад. Скоро будет тепло. Вот у Геннадьевича кормилец, урагашка. Стоит. Сегодня поедем, прокатимся. А мой где-то на дне, блин. Ё-моё. Да, снега, конечно, ребята, в разы, наверное, побольше будет. Но хотя у нас сейчас тоже неплохо так давануло. Циклон шел. Начало декабря, а снега уже примерно, не знаю, выше колена, наверное. В этом году все по-другому. Лед толком не замерзший, а снега очень много. Такие капканы прям лютые. А вот прошлый год лед уже сантиметров 15 был, а на собаках двигаться невозможно было, потому что все не было снега, местами по земле ехали. Да, сезон уронит полностью, вообще полностью. Ай, красивый какой, красавчик. Красавчик какой. Ой, ты какой красивый. И так нормально, да? Как часы. Он ручного трактора я еще не видел. А, да? Огонь. Дистанционный. Что я понял-то? Огонь. Ну все. Выходим, ребята. Вот так и планировалось, потому что, ну, нифига не успеваешь. Пока туда-сюда. Вот уже и темнеет, блин. Ну, провериться надо. Взял комбайки. Поставим, ребята. Я готов. Вот так устроился на матрасике. Все. Все, ребята, прям, блин, наконец-то прям, ё-моё, блин. Труба, блин. Ну, заезд такой и должен быть, по сути. Все, выезжаем. Поехали. Вот она, ребята, матушка. Печора матушка. Ну что, ребятки, все на льду, на реке Печора. 2021 сезон. Я здесь побывал, ребята. Вот этот лед. Сейчас, понятно, ничего не видно. В целом. Ну, в общем, вот у Геннадьевича стоят палочки. Вот они у него тут начинаются. И в целом ближе к середине. Потом там еще кусочек стоит. Ну, вот где-то в этом районе, ребят, поставлю сейчас комбайки. Пятерочка у меня есть. И в целом будем проверять палки. Сегодня такой выход у нас. Как-то так. Взял 130-й. Первую лунку он сделает на Печоре. Новый бур, абсолютно новый. Геннадьевич топчет дорогу пока, чтобы потом можно было ходить спокойненько. Так.
Я в целом вот так и поставлю сейчас. Так. Потихоньку, ребят, расставляюсь. Геннадьевич занимается палками пока. Сам сразу вот сырой снег сюда делаешь, горочку, чтобы потом будильник поставить. И чтобы он потом замерз, чтобы рыба не утащила. Потому что тут на печоре-то ези. Ё-моё, какие. Ну вот. Продолжаю дальше. Темно, блин. Ничего не видать. Хотелось, конечно. Ну ничего, мы здесь надолго. Ну как надолго? Относительно. Успеем еще посмотреть красоты. Вам показать. Все нормально. Так. Так. Такие кивки, ребят, это заводский кивок. Заводской. И как раз вот все подходит здесь. Классно получается. Вот так вот. Все, разматываю косу. Продолжаем расстановочку. Погнали. Ну все, ребята. Готово. Поставил 5 штучек. Ладно, бубенчики тоже поставим. Мало ли. Рядышком сейчас будем. Сработка будет. Все. Убираем. Есть небольшой запас у меня. Уже готовы вот такие вот противозакручиватели. Большие мормышки. Крючки. Небольшой запасик. И вот груза получается. Стояли вот насысали рыбачу вот такими. Ну, насысали. На печоре они не держат. Да, Геннадьевич? 5 штук. Да, все, поставил. Сейчас буду помогать. На печоре не держат. 84 грамма. Более-менее еще. Вон даже видно как. 3, по 3 крючка. Будем надеяться, что, ребята, сработает снасть. Хотя здесь так не рыбачат. Вот таким образом. Геннадий работает. Иду помогать к нему тоже. Ну вот, ребята, первый изюк печорский. Геннадий поймал на малька. Замерзает. Замерзает. Так, ладно. Гена проверяет. Иду помогать ему. Будем долбить, чистить, насаживать. В общем, Геннадий рыбачит вот на таких, ребят, малявок. Гальян. Такая рыбка. Вот у нас такой рыбы нету. Есть на лесных речках, где харюс водится. Вот так вот. Красота. Ладно. Будем работать. Будем чистить. Течение, да, мощное. Геннадий вот отрубил, как лупит. Капитально колбасит, да? Почистил? Да, почистил. Все, буду чистить потихоньку. Специально оставляет вот такие вещи.
Течение тут лютое, да. Ну что, посмотрим. Легкая у меня рука, нет, Геннадьевич? Это вроде натяжка есть, да? Нет, ничего нету. Как нет? Там сразу же понимаю. Нету. Так, ты, получается, смотрю у Геннадьевича монтаж, как он делает. А? Ты даже поводок, получается, не ставишь, да? Нет, я просто петлю сделаю и петлю дальше, тоньше. Ну. Сначала толстая леска, здоровый крючок, потом тоньше, поменьше крючок, и еще тоньше, еще меньше. 3 крючка просто, да и все. И все, да? Вот так вот, ребята. Все очень просто. Двойники, тройники. Тащи. На эту палку налима я ловил где-то на 2,5 примерно. Да? Зашибовано было, так зашибовано. Походу просто, да? Пусто, да. Цепляется еще за лед. Да, это блёд. Оставляю, я потом разберу. Надо рогатульку какую-то. Налимчик какой-то, слышь, маленький. А? Налимчик попался. Маленький налимчик. Оставь его, пусть балахтает. На крупного. На крупного, да? Пока живую, пусть барахтает. Да. Ну, что на этот раз? Шла 3-я неделя, да, Геннадьевич? Ага. Рыболовных будней. Вот тут глубина вообще мелкая. Это натяжечка, слышишь? Есть, да, натяжка? Вижу. Что ты этот? Непонятно. Налимчик. Налимчик, задохнулся. Дох. Снимаем, да, его? Коту Понятно. не выдержал. Не выдержал, да. Здесь-то по-любому должен быть. Есть кто-то. Здесь натяжка, да? О, дрис-пакет. Оставляем его, да? Знаешь, На бонус. болтается. На бонуса. Ну да. Я у тебя видел такие случаи. Причем Олег любит тишину. А уже не промолчал. кто-то есть маленький. Вот, ну, Ну. Лома. Ага, сосали, да? Сосал его, да? Смотри. Обсосанный весь. Кишки даже порваны. Видишь, обсосал его и Угу. выплюнул. Какой-то Так здоров... вот. Был налим. Ну-ка. Сделай вещи. На. Какая-то натяжечка. Маленький И всё, да? шнурок. Этот никто не все, и не живец, бля. Да, это чуть не живется уже, мне кажется. И не живец, и не жилец. И не живется, не жилец, да. Оглотил? Нет, сбоку нормально. А? Сбоку нормально. Хрен знает. Получится, нет? Че, Геннадьевич? Выкидывай, живет. Давай, друг, за дедом. Скажи. Опа. Смотри, Тоже мелкий. мы идем к правильной цели, Геннадьевич. Только На каждой палке налимы. этот. Какой, смотри, Это живец. жирный. Оставляй его, да? Конечно. Этот мелкий нормально. Жирчик. Слышь, Везде болтался, да, и налима нет. Крупного не зря говорят, нет налима, да? ну да, наверное, так и есть. Наверное, так и есть.
сорвется. Ну, Хо-хо-хо-хо. Вот это монстр. это то. Бычок под каменчик. Ну, Охренеть, вот это жирный. смотри, какой зверь. Малька заглотил. Расшиперился. Здоровенный. Индикатор чистой воды, кстати. Да? Ага. Так его или за спину засанем? А пусть валяет, это, болтается. Ну, я смотрю, расшиперился. Смотри, смотри, смотри. Что делает? Да, он вообще страшилище. Вообще Его- страшно, блин. Его даже кот не едит. Нет. Да? Поехали. Погнали. Какая-то натяжечка. Налимчик. Короче, не живец, да, иначе? А? Не живец этот. Заглотил. Крутит, блин. Что с ним делаем? Плавает? Не знаю, не принесет. Понял. Крючок маленький, налим возьмет его, обсосет и не попадет все равно. Его пересаживать надо, вот эту снять, наверное, если, блин. Как его, он заглотил, наверное, до желудка, да? Сейчас посмотрим. Нет, нормально. Нормально? Ну, так пусть живет. Это убираю, да? Ух ты. Ух ты. Тащи, тащи, Вот тащи. это да. Тащи, тащи, живой. Живой. Живой, А красота. чё так этот? А он намотал просто. Сверху, видишь, ну. по палке поднялся. Ни хрена Ё-моё. кабан. Кабанчик. Кабан. Взяли, Геннадьевич. Видишь, на налимчика попал. На маленького налимчика. Я же говорю, все трофейные попадают на это. Ну, поздравляю, Геннадий, Андрей Викторович. уже просто молча достали, слышишь? Уже ничего там не говорил. Пятишка где-то, наверное, не как минимум. Какой-то белый. Я думал, дохлый сначала. Ну, а он просто устал за такое Но долгое время, блин. живой, хорошо. Вот Отлично. это красавчик. Смотри, какой белый. Так поднимись на руки его. Вот так вот. Блин, слепит, конечно, фонарик. Так. О. Какой-то он такой, понял, белый. Белый, ну. Альбинос какой-то. Ага. Красивый вообще цвет. И сверху, блин, я аж испугался, блин. Чего Ну, не- утопленник. Чего не понял, ну что такое? Ну вот. Как говорится, налима нет. Видишь, на мелкого налима попал. Ну, И выдавил его, получается, по лесу. да тут вообще чего? И на маленький крючок, кстати, еще. Видишь, он его заглотил, наверное, до желудка. Ну что, Геннадьевич, взяли все-таки? Хороший кабанчик, да? Ну да. Я скажу 5300. Ты сколько скажешь вес? Здесь 4800. Да? Да. Я думаю, больше будет. Ну, давай дома. Ладно, дома здесь. О, Сразу пол ведра. вот это дело, да. Ладно, работаем дальше. О, на мелко. Сразу видно, настроение поднялось, понял. лево. Работает. Да, вот. Верхний ряд. Ганнибалы своих сородичей хавают. Есть контакт. Есть контакт, ребята. Ты не включенный был? Красивые, да. Не заснял? Изек еще, ребятка, залетел, да. Не включался я. О, на последней. На последнюю палку, да. Так, так. Никого. Никогошеньки. Остатки сладкие. Так, а воронку мы не взяли, конечно, да. Воронку, да. Так, аккуратно. Чё. Вот и отлично. Ну все, в общем, сделали дела, ребята. Вот. Первый язек. Промерз уже, правда. Сейчас свеженький. Ну и красавец Никодяма.
все. Будем уезжать на избу, топить печку, готовить, кушать, строить планы на завтра. Такой сегодня у нас выход был. Ну что, ребятки, погнали до дому. На льду постоял, рыбку посмотрел, все хорошо. Печора встретила вот таким бонусом. Все, выезжаем. Ребятки, все, в апартаментах мы. Геннадьевич вот такой домик. Избушечка. Избушечка. Ну тут все красиво, ребята. Есть связь небольшая, МТСовская. Вот сим-карту купили, мы на связи. Есть. Ашка, интернет. Да, и видишь, печка, ребята, непростая, кирпичная, которая держит тепло. Мы утром протопили, и вот сегодня сейчас приехали, все классно. Геннадьевич моет посуду. Короче, разгребаем вещи, ребята. Что тут? Продукты туда-сюда. Кашку сварим, уточку подогреем. Сегодня нужна утка у нас. То, что с дома брали, там вот Гена супруга положила, она сразу будет есть. А потом уже, в принципе, не лето, да? Вот сварим рис или гречку будем, я не знаю. А сейчас разберемся. Сейчас сначала завешим, ребята, трофея. Посмотрим, мы же хотели Я сказал поинтересоваться. 5300, ты сказал 4800 вроде бы как. Да, то бишь, сейчас угадаем, ребята. посмотрим. Растапливаем водичку, все, чтобы замерзшее было. Да, померзло, блин, хорошенько. Вода дефицит. О, все, насквозь все замерзло. Двадцатка была, считай, все. Насквозь. Ладно. Сейчас завесим, У занесем. кого глазомер, я говорю 5300. Кто-то сказал 4800. Сейчас мы это глянем. Сейчас мы посмотрим. Подъет, так нет. Барабанная дробь. А, даже 4 нету. Вот это глаза велики у страха. Да, 3925. 3900. У тебя весы правильные? Да, должны быть правильно. Еще разик. 925. Три 970. Да. Ты на килограмм ошибся, считай. А я почти на 2. Слышь, ну блин, что-то да. Так вроде да, здоровый, блин. Здоровый, блин. Ну 4 килограмма. 4, ну Тоже это неплохо. вообще огонь. Красота. Ладно. Теперь это все хозяйство. Ну пусть так и будет. Замах. На территории оставь, да его. Давай, понял. Завтра потом в мешок кинем, да последним. Ага. И дорогая, не говори. Запись пошла. Письмо. Карточка. Огонь. Лицо тут блин, такое. Заехали уже с рыбой. День заезда, у нас уже рыба есть. Так что все впереди, все еще будет. Я так думаю. Веранду видел, да? Вот. Поленница будет лежать и будет нормально. Готово.
Что сюда потом? Да я не знаю, конечно. Полностью здесь всё. А надо. Это надо, хоть не хочешь, надо. Что день короткий. Гадать не будем уже, чтобы время не терять. Доброе утро, ребята. Ну что, утро, деревня, ребята. Встали, соскочили. А то вот что смотрим, уже рассвело, а мы еще и валяемся, спим. Вчера где-то в час налегли, пока жерлицы там делали. Пока что-то беседовали, балакали. В избе хорошо. Печка кирпичная, ребята, вот протопили, и все, до сих пор жара стоит, тепло. Классно вообще. В лесе, ну в лесу, в тайге бы мы уже соскочили давно уже в любом случае. Ну, в общем, 9 утра, ребята, сегодня ветерок, минус 15. Уезжаем. Позавтракали, собрались. Сейчас зальем термоса и вперед на озеро. Будем сегодня ставить жерлицы. Попробуем отрыбачить. Поселок уже ожил, ребята. Техника слышно со всех сторон. Ну, деревня живет рыбалкой. В любом случае, сейчас также мужики ездят на проверки, добывают рыбу. Но мы, ребята, собрались. Все, жерлицы у нас готовы. Сейчас подметаемся немножко, заправляемся и в путь, дорогу. Пока Геннадьевич одевается, немножко обметемся. Что-то они закрывались. Ночью все равно снежочек пошел. Немножко, правда. Ну, пошел. Двигатель одеялом накрывает. Нормально. Да, заправочка. Как греется. Ну все, ребята, погнали. Погнали наших городских поближе к деревне. Красота, ребята, смотрите, какой лес. После вот этого урагана все деревья прям завалило, так они прям повисли. Очень красиво. Красота. Зимняя сказка, ребята. О, ребята, вот она, матушка Печора. Местные на реке. Там люди, там люди. Все рыбалят налимо. Вот еще, ребята. Все добывают налима, как могут. Собачка, баечка, красотка. Ну что, добрались мы до протоки. Здесь Геннадьевич добывает вот эту самую малявку, на которую мы рыбачим. Это самый, что ни на есть, благородная наживка в этом регионе. У нас такой наживки нету. Я уделяю день, еду на лесную речку, ловлю живца. Ну вот здесь стоят ловушки всякие интересные.
самодельные, заводские. И вот здесь, вот этой протоки, его очень много. Гальян болотный, гальян речной. Вот здесь мы сейчас и будем проверять ловушки. Так как же наживки у нас нету, нам надо немножко запас пополнить. Ну, вот у Гены где-то здесь стоят ловухи. Сейчас почистим. Снег. Ладно, будем долбить. Что-то же было, когда ловушки ставили. Тридцаточка, две пятишечки. Да ни о чем. Ни о чем. Ловко будет. Десяток, да? А? Штук десяток. Ну, я говорю, когда долго они потом выходят. Не заходят взять, потом комбикорм съедают и потом выходят. Ну, штук десяток, наверное. И тут. Надо еще болтушку эту. Так, наверное, штук 20. Еще. Может быть, тут что будет. Маленькая одна была. А нет, тут еще две. Вот что, проверял тут немного палку по-другому. Все. Вроде так делал. Это гальян болотный, да? Озерный? Гальян. Нет, это речной. Смотри, он мелкий же. Озерный-то он крупный. Да. А, налимчик что ли влез или кто это? Ну, маленький налимчик есть. Да. Налим тоже туда плавает. Ну, попадают. Да. Тут и ёршики бывают, окушки мелкие, но редко, очень редко. А вон еще какой я ловушку сюда кидал. Налимчик мелкий. И малек. Малек упал. Налимчика не заморозь. Этих сначала высыпи. А? Этих высыпи сначала. Видишь, прозрачный лучше лезет. Да, смотри-ка. Вообще сколько его много. Так. Ну, на проверку хватит. Наскребли. Так. Что, дружочек, с собой делать? Отпустить, понять, простить и отпустить. Где-то, конечно, я понимаю, отличный, ну, Живец. живец, да. Но сегодня амнистия. Да ёшкин ты кот. Третий раз еще, если ускользнешь, я тебя не отпущу. Да. Ты не хочешь, наверное, гулять. Вот, друзья, получается столько мальков и два маленьких Два налимеха. налима, которых мы сейчас амнистируем, пожалуй. Пусть живут, пусть плодятся. Гуляй с миром, дружок. Раз. И второй. Вот такой второй налимчик.
Видишь, какие малышочки, Да, вообще. налимчики маленькие. Угу. Иди гуляй, расти. До Ну, пятерочки, да? долянчиков забираем на живцов. Ну вот так ловится на севере наживка. Самая лучшая. Сейчас возьму хлеб. Гена обычно комбикорм сыпет. Забыли. Хлеб есть с собой. Закинем в ловушки и обратно. Пускай ловят. Ну не надо вот тут большую кинь нахуй пусть там. Все, обратно рыбачить. Пошли, красотки. Ну что, все. Немножко есть запаса, ребята. Идем далее. Сейчас посмотрим, что комбайн у нас за ночь сделали. Может, что есть интересное. Солнышко стало, морозик. Погода играет тоже, блин. Местные вот катаются, тоже говорят, ну с налимом вот такие шнурки. А хотя все знают, что налим должен в это время идти. Причем неплохо. Вот они, необъятные просторы, ребята. Красота. Комбайны стоят, ребята. Но один загнутый. Один загнутый. Опа. Проверим. Геннадьевич, один загнутый. Один загнутый. А тот-то, Да, один есть. А вот эти стоят. ты думаешь, там что-то есть? Там, да, там 100%. 100% есть. Сейчас будем брать. Мальков в тюрьму закинул. Ага. Ну вот один загнут капитально. Вот там рыба, да. Мне кажется. Это так. Тоже немножко типа загнут. Ну этот вроде так я его и ставил. Но этот, вон, смотри, капитально загнут. Это типа говорит о том, что Это говорит о том, то, что рыба, Геннадьевич. Да, загнут. он что-то не дергается. Не дергается, да. Ну, будем посмотреть, что. А рыба есть. Такая пьянка. Рыба есть, рыба есть. Так. Ты дергай, да? Да, есть что-то. Харри, Харис. Один единственный. ты красавчик. Один единственный, Геннадьевич. Ты тебя не замораживай. Да, да, обратно. Кучу, блин, положил. А как ты хотел? О, заглотил до жопы. Харизок. Хороший хариус, блин. Ну, О, Печорский, харизок. Сегодня струганина, Геннадьевич, у нас. молотовочка. Не, можно, да. Можно малосовочку хапнуть. Ну что, друзья, он какой красавчик. Харюзишка в декабре. Работают комбайки. Правда, один почему-то загнулся из 5. Правда, один только. Но Геннадьевич говорит, я везде должен быть. Не знаю, почему только один. Только один у нас. Я, правда, на червяк все ставил. Может, все-таки пробовать надо и кукурузу. И все. А нет, тут тоже вроде, ребят, рыба. Мне кажется. Или кажется. Не, это кажется. Трава просто. Так, сейчас немножко почищу. Посмотрю, все нормально. Все в порядке. Да, все в порядке. Давай, дружище, работай.
Главное, чтобы течение было. Без течения не получится вот такой рыбалки. Сразу почистим немножко. Травы не особо много, так что нормально. Тихо, Геннадий, тихо. Все. Мы засыпаем. Обязательно. Значит, тот край уже ближе к середине. Вон тут мелко. Тут вот остров. Так что мелковато здесь. Ну ладно. Вот оно, ребята. Озерко-то. Набрались. Прибыли. Так, ну что, будем посмотреть озерко. Геннадьевича тут живец припрятан с осени еще. Снега, смотрите, сколько, ребята, сколько снега. Ужас просто. Начало декабря. Снега просто по пояс, блин. Она замерзла, да. Ну что, погнали. Главное, чтобы живец был. Сейчас, вдоль бережка. Шмырк-шмырк. Пока Геннадьевич будет окуня искать на блесну. Попробую. По живцу здесь. По щуке попробуем. Что со льдом у нас у Геннадьевича? Сколько лёдик? Сколько лёдик, говорю? Да, 3 слоя. Нормально. Пока Геннадьевич делает вещи, мы достанем минералку. Сегодня у нас минералка. Колбаска, хлебушек, чаек. Гоп-стоп, мы подошли за угол. Гоп-стоп, ты много на себя взяла. Ну да, что, Комикор забыли. Так, первым делом дай-ка я сразу налью это дело водяному, а то мне все говорят, что водяному не наливаешь. Баяная надо задобрить. Баяная задобрить обязательно, так что... Держи баянаюшка. Не ради пьянки, здоровья для. Будь здоров, не кашляй. И поделись с нами своими речными, озерными богатствами. Будьте здоровы. Вот так вот. Вот какая лунка, а? Аж там забурлило все. Там гальяны сейчас, ты что такие? Наливают, отпускают. Опа. Так. Ну, и мы за компанию, чтобы не подумали, что мы просто так. Что все вместе. Солнце, смотря, оно встало и сразу ушло, понял. Ну, что, правильно. Скоро будет темнеть уже. Сейчас посмотрим. Ну, что ты бегал, зверь какой-то. Но. Волк. Видно будет.
Будьте здоровы. Давай, будем. Маленькие лужи лежали, и то ничего. А тут все-таки озеро. Нашел. Вот такая же 30-ка ушла под лед. Утонула. Ну, ты думаешь, воды не будет? А вот окуни сдохли. На окуне-то понятно сдохнул. Тут были окуни 4 штуки. 5 вот здесь же ловил, получается. Окуни подохли все. А этим пофиг. Да, видишь, какая грязная, это с бутылки пошло. Надо было сначала черпануть. Ну-ка, поднимай. Или палку держи. Давай, держи палку. Пофиг. Живее всех живых. Не надо трупаку отсюда выкинуть. Ну ладно, что. Будем посмотреть, как говорится, ребята. Будем посмотреть. Получится что-то, не получится. Ну, живец тут лежал. Надо было со мной его использовать. Надо было все равно его использовать, так что будем посмотреть, ребята. Поставим жилички. Сколько получится, сейчас посмотрим. Какая глубина? Пока непонятно, в каком радиусе ставить. Раз, два, три. Глубина самый класс. Самый класс глубина. Так, ну что, давайте, друзья мои, толстые. Ну какие жирные. Ребята. Жирнющие просто. Длиннозерный. Опа. Первый пошел. Мы закапываем, конечно. Ну так. Так, друзья, ну что, я десятку заканчиваю. В эту сторону. Наверное, десятку еще поставлю в другую сторону. Там сужение уже в озеро идет. Посмотрим, что так. Глубина где-то 1,20 м, 1,5 м. Вот так вот. Самый нормал. То, что нужно. Геннадий что-то блеснит там. Я бы, знаю, поймал, не поймал. Что-то там пытается. Ну вот так, петля вдоль этой стороны. Хотя не знаю, может по той лучше. Так, разведка такая у нас. Так, ну что, ребята, все, еще десятку поставил. Геннадий говорит, веточки ставь обязательно. Буря, говорит, будет. В принципе, я также попадал какой-то раз в феврале. Приехал в поле. Жерлиц не видать. Все, уже темнеть начинает. Поедем сейчас на Печору проверять палочки. Ну вот. Будет что, не будет. Посмотрим. Ладно, выходим, ребята. Поехали на Печору. Снега прям маморона. Ну давай, жерлицы, не подведите нас. Снега появится, ребята. Ураганчик даже. Тяжело ему.
Ладно, погнали. Мороз, ребята, красота, смотрите какая. Ух, север. Красота. Еще ли? Долетели уже вон. Сейчас будет махом темно. Комбайны. Комбайны, смотрю, не хотят работать. Странно почему-то. Есть, не хочет червя. Не хочет червей. Гора, блядь, уже лептус ты до чеки до меня. Весь. Вот, пистолет душой. Затолкать надо, не поднимай, затолкать надо. Он. Не, зад ты не сможешь, четвером-то. Ой. Еще. Еще. Надо с боков поднять, с боков. Да. Не-не-не. Сюда, подними. Сюда. Сюда, без того, смотри. Давай, вперед. Вот. А хули толку тебе надо? Местные ребята едут в деревню. Кстати, те ребята, помните, летом, где мы ночевали, 8 дней жили, заброшенная деревня, вот оттуда ребята. Везут продукты, походу. Что-то такое. Сломалась дышла на путике. Вот сейчас вроде как проволокой завяжемся. Нормально. Тоже, говорит, на ливне ловится там. Всякое бывает в тайге. Ну, Андрюк, давай. Давай, Димас. Долго будешь рыбачить, тут еще. А не знаю, посмотрим, что. Не клюет, видишь, нифига. Отражаться будет в стекле фонарик. Нет налима. Время прошло. В этом году вода большая была. Она все ушла по большой воде, открытая вода когда была. Налим-то? Да. Да. Ловила же тогда, да? Я ж тут 25-30 поймал осенью. Это открытая была. Да. Она и тогда и шла. Она с икрой, а сейчас попадает она без икры, без чехуя. Это всегда, это закон. В октябре ловится, а в ноябре, в декабре нет. В январе опять. Ноябре-то еще ловится, а в декабре точно нет. В январе опять будет ловиться. Которая уже вниз идет. В январе всегда ловится. Это закон такой всегда был. Блядь, у меня сейчас камни, ни Хариус, ни Ясь даже вообще никого нет. Ну я вчера проверил, у меня один такой налимчик, второй взвесил 700. Яйц тоже он 800. Больше, чем этот налим нахуй. А яйц он нахуй не нужен, он очень заебал уже. Давай, Геня, пока. Давай, хлопцы. Пускай езжают с миром, с Богом. Ну вот и дома, ребятки. Добрались. Ух. Прокатились неплохо. Ну, сейчас тепло будет. Хорошо. Сейчас будет тепло. Замерзли, блин. Зараза. Пока доехали. Курочка, ребят. Курочка, уточка. Вторая уточка у нас тоже. Сейчас ее на сковородочке пожарим. Гречка у нас есть. Вчерашняя. Тоже пакеты. Надо такое есть. О, маслица немножко туда, чтобы вкуснее было. И пускай жарится. Пока печка. На печке быстренько все сделаем.
Геннадий дровишек тащил. Сразу, ребят, дровишки кушать. Уточка. Вон красота. Уточка мягенькая, ребята. Классно. Гречка с яйцами. Чтоб сытнее было. Да, вторую. А она, смотри, как классно отходит. Ну. Красота. Все, до утки нет, получается. Все, вот я думаю, утку добьем уже, все нормально. Ну и все, что. Как раз поковыряемся, что, горячушкой. Как мы сегодня не старались. Водяному налили. Да. Трубочками накормили его. 100 грамм налили. Просто слов нет. Да. Хариуса-то мы даже пока не налили, уже поймали. Ну да. Его, наверное, это... Что-то... Не знаю. Может, потом как-нибудь даст? Дай бог. Да. Всякое бывало. Ну, чтоб по нолям, я что-то не припомню. Что, не было по нолям? Ну сегодня с какими разговаривали? Все говорят. Все, да. Дима сказал, вообще глухо. Паша сказал глухо. Второй Паша Крабский глухо. Что, друзья, время 8 час вечера. Поужинали. Мы совмещаем полезный с приятным. Геннадьевич работает, ребята, вот так Геннадьевич пилит контент для вас. Вот так молодец, он в полевых условиях старается все скидывать, делать. Хотя бы, да, чтобы карту памяти не засорять, хотя бы скинуть. Монтировать, конечно, речи нет. Вот так вот, ребята, Геннадьевич работает. Молодец. Он не отдыхает ни на шагу. Только приехали, уже вон, ребята, что-то делают для вас. Молодец. Молодец. Ну что-то так построили планы. Завтра у нас лайт выход, потому что у нас это короткий день. И завтра Геннадьевич... Ну как проснемся, если проснемся пораньше, будет часиков 5-6 на рыбалку-то. 4-то точно. Ну, куда-нибудь скатаемся, короче. Куда-нибудь все равно что-нибудь Да, придумаем. недалеко, скорее всего, потому что проверять палки каждый день не вижу смысла. Не клюют. Ну да, это точно. Это временно затратно просто. Тут тупо, да. С одной стороны. В общем, ладно, ребятки, что не знаю, что сидим, что кушаем еще так. Печку протопили, спать рано Так, вроде кого-то. ладно. Но печку я не знаю, может быть придется еще это. Не знаю, подтопить, не подтопить. Вроде горяченькая, рука не терпит, а. Вчера топили больше. Сегодня. Протопишь, будет жарко. Ну да, тоже плохо. Тоже плохо. Лучше Ладно, так. потом, если что. Вон, дрова готовы, все, протопить Ну никогда да, не долго. все верно. Чё. Ладно, что. Давай, значит, карты. Нет, карты не будет. Карты точно нет. Это долго, муторно и лучше здесь что-нибудь это. Ладно, наверное, что, завтра увидимся, что, наверное. Все, на связи. Ребята, всем привет! Перед началом ролика хотел сделать небольшое объявление. Одна, наверное, из самых таких серьезных проблем страны, ребят, это нехватка работы. Особенно это касается отдаленных уголков, это деревни, поселки, села. Печально наблюдать картину, ребят, как умирает деревня, поселок. Раньше там кипела жизнь, были колхозы. Ну, сейчас в наше время, ребята, все это развалилось и работы по местности просто нету. И сегодня хотелось именно поговорить, ребята, о работе вахтовым методом. Я сам лично из поселка, и многие мои друзья, знакомые работают именно вахтой, уезжают в другие города и зарабатывают денежку именно таким образом. Республика Коми, ребята, поселок Жешерт, Жешерский ЛПК, местные должны понять и понимают, о чем я говорю. В данный момент, ребята, идет мощный набор именно рабочей категории. Водители, слесаря, электромонтеры, грузчики, погрузчики. В общем, ребята, в данный момент идет набор вахтой. Завод уже, ребята, стоит крепко. Недавно был у него юбилей. И в целом предлагает
хорошие условия, ребята. Зарплата от 50 тысяч, предлагает общежитие, помогает с миносмотром. В общем, ребята, хорошие условия для вахты. Местные или приближенные уголки предлагаю, ребят, именно, если нет вариантов, обратиться именно туда. Все координаты, ребята, все ссылочки, номер телефона и почту оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Ребята, будем жить, будем работать, будем зарабатывать. Приятного просмотра. Ну что, все собрали. Сегодня у нас лайтовый выход. Быстренько все. Рюкзачок, наживка. Свет гасим. Вперед. Посмотрим. Что-то тут у нас есть какой-то рыб. Сейчас почистим. Лед, это уже хорошо. Ну тоже, наверное, так можно вставные удочки поставить. Я взял, чтобы десяток. Не замерзает, да, смотри, закопанный? Да, что, я же говорю, можно рыбачить. Ну что, погнали. Наших городских поближе к деревне. Ух ты, какие подачи. Супер, да? Геннадьевич, там, слышь? Не налимли? Не знаю, за лед зацепился еще. За лед чем? Крючком? Наверное. Сейчас дадим погулять. Вот, смотри, за лед. Не знаю, что зацепилось. Сейчас попробуем. Вот это плохо, надо здесь лунки немножко подискосок. А, ну да. Вот, смотри, зацепился и все. Надо веточку, рогатулечку, да? Что-то, наверное, такое, не знаю. А вот так вот бурить надо. Да, подискосок надо. Вот, цепляется и все. Не могу понять, чем.
Рыба дергает там. Рыба, да, сидит. Сейчас подождем, может. Зацепилась. Надо веточку какую-то, да? Скорее всего. Блин, плохо, ребята, плохо. Рыбка есть. Вот тут цепляет. Я не могу понять, чем. За что зацепилась. Крючком, походу. Грузил он зацепился, понял. Тащи, тащи. О, Изёк? еле зацепился. Еще есть, да? Нет, больше нет. Связь. Изёк. И слабо, да, зацепился? Да, висел. Еле. Вообще на губе, смотри, висел. Мог бы уйти, но он не ушел. Если ясь пошел, значит, может, и на малявках что-то есть. Дай боги, значит, не знаю. Так что, может быть, еще не так все печально. Дай бог. Так. Ну, один ясь, ребята. И все. И все, мормышка. Ладно, сейчас цепляем, насаживаем. Червей я взял, так что все хорошо. Так, но остальные вроде не загнуты, ребята. Один изёк, и то чуть не сошел. На дробену бы, конечно, было бы получше. Ну ладно, что есть. Что есть, что есть. Что есть, то есть, ребята. Короткий сегодня выход. Надо быстро все проверить. Иначе меня оставят. Я сегодня, ребята, буду один в деревне. Завтра поеду один. Все, погнал. Погнал работать. Все, вот так ставлю, ребята. И отлично. Немножко грязи на стопоре. Вот так в целом все чистенько. Ёрш, что ли, ну. Гидарыч, вон кто вчера звенел. Вон кто вчера звенел. Ну. Так что... Да, его на налиму надо. Заглотил про. Давай сохраним. Заглотил. Ну, вот вчера кто-то звенел тут, ну, когда мы вечером останавливались. Наверное, вот ерши. Заразы такие. Ну вот, зараза, еж попался. Геннадий сейчас его на продольник. Ну, мы здесь добавим свеженьких червячков везде. Очень красиво, ребят, смотрите, как солнце. И так оно низко. И какой-то циклон идет. Возможно, снег будет. Вот свеженьких добавим для запаху. Все, погнали. Опа. Трава вот немножко надо тоже чистить. Здесь ёж был. Ну вот. Такой изёк, ребята. Комбайны отработали ночь.
Ну, пока прям такого вала нету. Может, место неправильно. Течение у Геннадьевича уже очень сильное. Грузил в основной 84 грамма. Прям тащит его. Хорошо так. Палки, смотрите, ребят, как шатает. Может, где-то поспокойнее бы, поинтереснее бы было. Язь бы там попадался. Ну, вторая рыба, точнее, третья на комбайн. Не знаю. Переносить смысла есть, нету. Так как на палке езя тоже не особо попадается. Вообще вчера ничего не было. Ладно. Так, ну что, Чайковского. И начнем проверку. Проверять надо, ребята. Ну, так попали. Точнее, я попал. До этого вот рыбалка шла. Неделя хорошая была. Вот приехал и как отрезало просто. Все местные вот. Что ниже ребята 30 километров рыбачат. Что выше ребята до самой деревни. Сколько мы ездим? Ну, километров 7-8. И вот вижу людей километра 2 ходят. Там проезжали. Вот такие налимчики попадаются и все. Печора тоже такая, она интересная река. Она богата рыбой, но она может кормить прям жестко, а может просто вообще не давать ничего. Ладно, будем. Ладно, Печора, давай увидимся. Не дает рыбу, ребята, не дает. Красота, ребята. Вот природа красивая очень. Север, он коварный, но он и красивый, и он жестокий, он и мягкий, он по-своему его любят. Кто не был, ребят, в таких регионах, вот обязательно как-нибудь съездите. Вот я имею в виду южные районы. Съездите, ребята, побывайте, поморозьтесь. Это очень круто. Красота своеобразная. Вот и добрались до дома, ребят. Деревушка. Вот так люди живут. Старые домики. Дороги даже не чистят. В этом году, говорит, почистили после урагана. После бури. Охренеть. Вот такая техника для деревни, конечно, просто супер. Все, остался один. Геннадьевич поехал по делам. Вернется завтра. Ну, скорее всего, даже не с утра, потому что не получится у него с утра приехать. Я, наверное, с утра, ребята, еду один проверяться. Поеду сразу жерлицы проверять, так как сегодня не получилось по времени, просто не успевали. Рыбалка не идет, ребята. Каждый день что-то там штучная рыба, ясь, хариус. Ну, поймали бонусы. Ну, как бы не за это приезжено. Хотелось бы, конечно, порыбачить, попробовать на комбайны. Вот эти поклевки. Но рыба остановилась и не идет рыбалка, ребята. Ну, в общем, даже не в этом дело. Все-таки смена обстановки. Геннадьевич навестил, развеялся тоже надо. В последнее время там неприятные моменты. Надо было все равно развеяться. Ну, пока что, ребят, надо приготовить покушать, протопить печку. Буду сегодня хозяйничать я здесь сам. Вот такой маленькой избенке. Уютной, теплой. Есть свет. Печка теплая. Что еще надо для жизни, да, ребята? Кушать, продукты есть у нас. Картошка, пельмени там привезли. Хлеб, колбаса, чай. Все есть, ребята. Так что живем. Ну, а завтра уже поглядим. Эх. Хорошо в деревне, говорит, летом. Ну и зимой тоже неплохо.
Собрался, помыл посуду, протопил печку, ребята. Сейчас закрою юшку и можно ложиться спать. Уже на дворе темень. Рыбацкие будни, ребят, в одного сегодня проходят спокойно. Я расслабляюсь, немножко отдыхаю. Есть о чем подумать. Люблю один читать. Люблю очень электронные книги и вот разные, всякое вот мне заходит, когда вот именно вот какое-то такое одиночество, вот какой-то такой атмосфере. Что, ребят, поваляюсь, лягу пораньше, встану пораньше. По темну, конечно, не поеду, ну, в часиков 7-8 будем стартовать, наверное, потому что Геннадьевич не приедет. Приедет только после обеда, не знаю. Потому что еще даже не по времени не объяснился он. Ну, в общем, завтра поедем на проверку одни. Все, ребята, до завтра. Ребята, ну что, ночка прошла, блин, махом вообще. Отлично спалось, в избушке очень тепло, до сих пор вот протопил вчера вечером, минус 15 где-то давит. В общем, нормальная изба у Генича, все четко. Заправил мотособаку, греется, все, ребята, собираюсь на проверку. Так и договорились, Геннадьевича еще нету, но он говорит: Андрюх, утром езжай, день короткий. Сегодня тоже небольшая проверка. Ну, еду на дальнее озеро, вот куда мы ездили уже сутки, там стоят жерлицы без проверки. Будем посмотреть, 21 жерлица на гальяна. Ну и заскочим, посмотрим комбайны, это обязательно. А так уже будем посматривать, ребята. Ну, мне идет на тычке налим. Лед еще слабоватенький, чтобы по реке где-то барахтаться. Ну и пока вот так, пока вот такая рыбалка. Ну, до этого у Гена ловилась, вот попал я вот так, ребята. Просто перестал он клювать. Так бы, конечно, половили бы на тычки, еще бы поставили рядок тычек. Но нет, ребята, нет результата. Ладно, я еду. Вот рассвело только буквально. Помчали. Сегодня поеду на Генином урагане. Прокачусь на этой технике. Посмотрю, как она вообще себя ведет. Потому что ни разу не ездил на ураган. Что, взял самое необходимое: пищню бур. Сумку под жерлицы. Попробуем.
Поедем потихонечку. За стеклом непривычно, ребята. Не ездил еще за стеклом. Стекло мороженое, ничего не видно. Ладно, полетели. Буранка, ребята, в критическом состоянии, разбитом. Потому что тут и на лошадях ездят рыбаки. Короче, буранка вот такая вся убитая. Вот видно следы от лошади. Такие дела. Добрался, ребята, до незамерзающей воды. Помните, когда летом здесь был? Останавливался возле вот этого гейзера, показывал. И вот смотрите зимой, как он. Сейчас даже выйду, покажу немножко поближе. Когда-то лет 70 назад, как говорил Гена, рассказывал, здесь искали нефть, но нефть не нашли. А вот такой ключ, родник, пробился. Сидит кулик болотный, гуляет здесь, кормится. Чистая вода, наичистейшая. 70 лет непрерывно бьет. Красота, конечно. Вот как-то так. Ладно, продвигаюсь дальше. Иду вдоль реки, местные уже на реке работают. Все ждут, ребята, налима. Но налима нету. Точнее, он есть, его здесь очень много. Хороший крупный налим. Но он просто не берет. Местные все рыбачат, все на палках, все с утра уже ранним на месте. Ну, нам немного дальше. Вот и куропаток, ребята, смотрите, видите? Очень много куропаток поднимается, пока едешь. Вчера с Геннадьевичем 3 штук подняли. Сегодня я уже 2 поднял. Вот по этим кущам они лазят. Ну так сдалека увидеть невозможно, только в упор. Но подпускает тоже так неплохо. Ну вот, ребята, стоит коняка. Привет, красотка. Ой, ты какой красивый. Вот у кого-то железный конь, ребята, у кого-то самый настоящий коняка. Решил, ребята, сначала съездить на дальняк, забрать жерлицы. От этого места еще километров 7, наверное. В общем, сгоняю пока туда. Сколько куропаток ходит, ё-моё. Ладно, полетели. Ну здравствуй, озеро. Чем порадуешь? Чем порадуешь, озерко? Ах, ребята, морозик на реке прям так чувствуется, жмет прям капитально. Ну что, прокатился, ребята. 13 километров получается, Гена говорил, до сюда. В общем, очень понравился, ребята, модуль. Кресло, вот эта спинка. Блин, вообще сидишь просто как, я не знаю, как в офисе каком-то. И вот эта пружина на модуле, ну прям отрабатывает. Едешь плавненько, бураница совсем такая неважная, плюс замерзшая, долбит. А тут едешь мягенько. Я вот просто сейчас понимаю, когда вот 2 дня, 3 дня ездил в корыте, как мне там долбило. А Гена тут сидит, вообще даже ни усом не шевельнет. Красота, мягенько. Прям шикарный модуль. Вот мне очень понравилась эта пружина, мягенькая. Вот это самое главное. Немножко
стекло, не привык я, потому что от него не видно нифига, а вот приходится буранку ловить, вот так надо из-за стекла выходить, смотреть. И вот курок газа слишком далеко, вот рука в таком положении, я вот привык, у меня курочек маленький был, не забываем, еще на дне, ребята, лежит бедолага мой. А так, все четко. Ладно, пойдем посмотрим. Вижу, вроде сработки какие-то есть. Будем посмотреть. Так, окуней никто и не съел. Так, ребята, та сторона получается. Не видно, конечно, еще. Та сторона вообще вроде, ребята, не сработала. Хотя там вот глубина хорошая пошла уже отсюда. Сужение такое. Гена говорит, прям по центру, Андрюха, делай. Потому что сужение, да, ребят, вроде ни одной сработки. Охренеть. 11 штук ряд идет. Вроде ни одной. Но вот здесь получается на меляке. Раз, два, три. 3 сработки. Вроде как солнца не видно. Не знаю, вот тут рядышком. Может, одна щука задела другую. И как бы сработали. Так бывает часто, когда рядом стоишь. Ладно, давайте посмотрим. Что и как. Одна из сработок. Леска есть. Вроде есть щука, ребята, есть щука, щука. Щука тут перехлёст. Тут перехлёст, оказывается, ребята. Вот дела. Так, здесь перехлёст. Сейчас узел сделает. Сразу потащила. Узел нам не нужен. Так, нам лунку будет сразу долбить. Луночку долбим мы сейчас. Красиво все сделаем. Вроде, ребята, закапало. А лунки подстыли немного. Немножко подстыли. Но это вроде не особо сильно. Так, ладно. Достанем багорик. Не знаю, там какой крокодил. А вдруг крокодил. Ох, что делать, смотрите, ребят. Поперло. Тащит. Стой. Опа. Сюда иди. Ребята, это походу крокодил. Или нет? Или да. Ну, что-то рывки прям, ребята, очень страшные. Что делать, смотрите. Ох. Лунку не хочет заходить. Стоп. Опа! Есть контакт. Не крокодил. Ну, отлично, ребята. 3, наверное. Ну да. Озерко-то еще кормит. Ну вот, я тут и на жерлицах отстрелялся. Был перехлёст, оказывается, ребята. Я думал, вымотки нету. Сколько прошло? Сутки. Когда она взяла, не знаю. Ну, бодрая такая, хорошая щука озерная. Отлично.
Гальянчик. Гальянчик отработал на ура. Вон, смотрите, ребят, что. Где двойник? Двойник просто в пасти, в заглоте. Просто заглотила его. Сожрала в шахту капитально. Сейчас будем доставать. Но трехи, наверное, нету. Ну, в районе, ребятки. Трешки. Блин, засасывает и засасывает туда его. Засасывает и засасывает туда его. Зубатая мамашка. Опа. Есть. Вот она, ребята. Принцесска-то. Красота. Хорошая. Ну что, ребятки, вот первый щукарь. Стой. Опа. Пока не замерзла, ребята. Вот она, красотка. Ну, хорошая щука. Не спорю. 2 с лишним к 3 килограммам. Есть контакт. Так, у нас еще 2 сработки. Ну, вот тут, Гена говорит, близко не ставь. Здесь глубина, не знаю, ну, может, с подо льда сантиметров 70. Ставь, говорит, по центру, близко не ставь. Там, говорит, трава. Трава, вот ее видно. Ну, вот, близко не ставь. Это причем самая близкая желица вообще к берегу. Вот она, ребята. Результат. Огонь. Так, ну что, идем дальше. Вот видите, ребят, ряд я продолжал. А потом думаю, дай-ка я вот зайду туда, к берегу. Вот берег, вот. Вот получается сработка. Гена говорит, отходи, отходи. Ну, в целом, еще, ребята, сработка. Полная вымотка. Прям шикарно. Вот у меня палочка, вот эта шумовка, походу, сейчас разлетится. Потому что вообще сколько она сейчас продержится, не знаю. Ну что, ребята, пробуем. Есть щука, есть рыба, ребята. Тоже что-то натяг хороший. Там по траве где-то затянуло, что ли. Вот пошла. Нет. Ребят, тоже хорошая щука, я вам скажу. Пошла, пошла. Щучка просто траву завела. Капитально. Щурок вообще. Щучка не крупная. Вот такая. Ага. Ребят, смотрите, что было. Ё-моё. Так тут монстр живет. Ее держала вообще здоровая щука. Смотрите, ребят. Поперек. Поперек щука здоровая держала. Сейчас еле выплюнула, получается, или что. Но раны, смотрите, какие. Ё-моё, это как минимум здесь 5, а то и 6 ее держала. Да, смотрите, даже жерлица, ребят, сломанная. Это получается, как тут что творилось. Охренеть, смотрите, ребята. Щучка-то такая грамм 300-400. И просто поперек вот такие раны. Вот какие зубы. Ни хрена. Озеро. Щучка еще живая. Озеро это таежное. Не озеро, а болото какое-то. А монстры какие живут. Тут монстр живет. Значит. Там какие-то из желез. Надо вот тут ряд еще поставить сейчас будет. И будет шикарно. Но там вот сработок нету.
А здесь вот в этом пятаке какое-то движение идет. Надо будет те жерлицы какие-нибудь переставить сюда и поймать вот этого дракона. Да, здоровая щука просто тут гуляла. Охренеть, блин. Ну, изначально непонятно было. Тяжесть была очень сильная. Потом полегче. Потом, видимо, трава. А потом я просто сейчас смотрю и в шоке. Что происходит, ребята? Да, живет тут монстр. Надо его ловить. Надо его выловить. Ни хрена себе, что он тут вытворяет. Опа. Ну вот. Да. Порезы, конечно, вообще мощные. Но это пятерка, как минимум, шестерка. Кидается на такую щучку. Жолится, ребята, аж с ножки выдвинул. У нас работка еще. Может там кто есть интересный. Ну что, третья сработка. Полная вымотка также, ребята. Тут, походу, завела куда-то, потому что трава не идет. Что-то вроде пошла. Ну, чувствуется, трава рвется. О, все. Цепилась. Вообще ничего не чувствую. Ух ты, блин. Ну что такое было? Раз, два, три, 4, 5, 6. Ни хрена не понял. Оторвано вообще. Вот дела. Вот дела. Ну, запаска-то есть, все поставлю. Запаска есть, все поставлю. А что ты даже ни рывков там, не понял даже, как порвалось-то. Интересно, девки пляшут. По 4 штуки в ряд. Да. Ну, что тут попахивает, ребята, хорошим делом, мне кажется. Такие раны, это того стоит, чтобы жерлицы еще остались на сутки. Пускай еще отрыбалят. Сегодня заяц бегал. Свежие следы. Вот. По пухляку непонятно, ребята. Вот на буранку заскочил. Смотрите. Просто броневик, а не заяц. Следы как у собаки, блин. А глаз как у орла. Прошел зайчиха. Гуляет. Косачей видел. Но сегодня куропаток не поднял. А так, места дикие, ребята. Охота, рыбалка. Здесь можно жить, заниматься своим любимым делом и добывать что-то. Так, ладно, печня, бур, погнали. Отдолгу майночку. Что-то окуня никто не поел. Так. Ну, достаточно.
Немножко водички. Опа. Так, ну что, сколько возьмем? 3 штуки точно надо, да, ребята? И получается, возьму одно вот так на запас. Опа, все. Вот, 4 штучки взял. Ну, сейчас буду переставлять, может кто-то замерзнет или кто-то сдох. Ложится обратно. И жутся обратно. Вот так они и живут, ребята. Гальян. Классная рыба. Налим, говорит, ее Гена тоже любит. Вот шикарно. Так, ладно. Заряжаю, которые сработанные. Тут надо монтаж еще сделать. Так, и вот, в общем, сработка. Там, получается, ребята, я бахну. Там, наверное, бахну. И вот в том месте тоже. Сюда выйду. И к берегу выйду. Рядом поставим. Ну и как-то так. Потом пройду по всем. Отдолблю немножко. Засыплю. Заново. Ну и потом будем посмотреть. Что. Погнали. Да, так немножко промерзли, конечно. Ну вот трава, что, ребята. Вторую поставил. Раз, два, три. Вот глубина. Вот лед. Ну так и есть. Сколько? Сантиметров 70. Из-под воды. Поводки, конечно, мне не нравятся. Одна щука. И на выброс, блин. Одна щука и на выброс. Ну что, дружок, давай, работай. Опа. Так что не стесняйтесь, ребята, в меля ставить. Все, эта тема работает. Ну, обильно засыпаем. Обильненько засыпаем. Вот хорошо, вот если на ночь оставлять большие жалицы, я имею в виду поднятые, всякие трансформеры. Вот такие маленькие, их не очень удобно засыпать, потому что катушку засыпешь и все. А так, считаю, у вас монтаж поднят весь, ну, я имею в виду катушка с флажком. А чашку эту засыпал горочкой хорошо. И уже на 2-3 дня оставил. И не боишься, что там промерзнет что-то. Так, и здесь поставить надо все новенькое. Двойнички. Поводки. Поводки вот эти больше брать не буду. Щука и все. В дугу весь, блин. Так, и что там у нас? Грузик нужен, да? Ох, погода, ребята. Мороз. Красота, блин. Так. Ну что, оливка, десяточка. Как обычно. Петля. Поводок. Двойник. Застежку я убираю. И просто пользуюсь петелькой на поводке.
Вот здесь обрыв, ребята, обрыв, вот по этому узлу, скорее всего. Леска 35 у меня здесь. Где-то 0,4, где-то 0,35. Ну, на 0,35 на 5 700. В прошлом году щуку, ребят, я достал. То бишь, леска, в принципе, выдерживает хороших размеров. Но здесь, походу, был такой удар, что просто оторвало нафиг. Застежку вот эту я убираю. Просто пользуюсь. Двойники, кстати, ребят, блин, сейчас не скажу какие, но двойники классные. Вообще четкий двойник. Нержавейка, классная заточка. Просекает прям, по зубам щуки давал и просекает прям зубы. Классные двойники. Вот так ложу их тут в сумочки. На запас у меня здесь. Сумочка, правда, уже подразлетается. Ну и все, вот так все это выглядит. Раз, два, три. После этих майн лунки кажется, что какие-то не лунки, блин. Хотя лунка 130-я. После этих майн здоровых. Прям как-то непривычно. Так, ну что. Продолжаем. Давай, дружище. Рыбач. Опа. Блин, прилипает махом сразу руки. Раз. Все, пошел. Давай. Ну вот. Готово. Сейчас бурюсь. И добавляем. Блин. Промерзла, ребят. А вот эта штука у меня сейчас, походу, не выдержит. Опа. Так, ребят, положу ведро. И уже там поставим. Что-то тут копал, ребята. Зайчишка прыгал, ищет кушать. Все хотят кушать. Это точно. Ну все, дело сделано, ребят. По лункам прошел. Корочка небольшая есть. Льда почистил. Все равно как бы сопротивление лески есть. Ну что, собираю плоды. Плоды есть, в принципе. Но могли бы быть поинтереснее, я так думаю. Ну ладно. Ну да, то, что тут творилось, это, конечно, ужас. Собираю и уматываю. Едем на комбайны. Смотрим, что там у нас. Вот, конечно, хороша торпедка. О, сволокушу целую. Щука. Нормально. Махом все замерзает, блядь. Хороший морозик тут. В деревне не такой мороз был. Тут прям жмет, ребята. Так, ну что. Это озеро, ребята, было так, знаете, ставочкой. Ставочка сыграла. Есть трофей. Мне кажется, что это в районе трешки. Хорошая щука, на зимняя, на жалицу. Я думаю, трешка это даже на Печоре ценится. Ну, здесь мало кто так рыбачит. Именно вот такими жалицами. Но живет здесь поинтереснее рыбка, ребята. Не знаю, сделал сейчас перестановку. Дай бог попадется. Ну, приехал, солнышко было там. Уже видите, ребят, как все это быстро. Хотя время еще к обеду только. Ладно, едем на комбайны. Комбайн, в принципе, каждый день рыбку давал. Посмотрим, что сегодня. Ой, красота, ребята, смотрите какая. Вот такую красоту только рыбаки-охотники видят по-любому. Мороз где-то за 25, наверное, давит. Начались морозы. Но зима уже в полном разгаре. Красота просто.
здравствуйте. Что-то, ребят, тишина. Там вот как будто загнут вот этот крайний. Но мне кажется, что нифига. Ничего интересного. Нифига. Не работает тут место. Не работает. Ну что тут у нас? Комбайны замерзли. А лунки? Что-то лунки тоже, ребята, уже так подмерзать начинают. Луночки-то тоже подмерзают уже. Так, сейчас возьму печню. Печню это надолблю немножко. Пошевелю. Опа, тут-то есть что ли, ребят? А, это лед. Лед такой, что ли? Это такой лед. Да, лунки подстывать начали. Никто не хочет. На Печоре стало просто тишина. Да. Тишина, ребятки. Ну ладно, что поделать. Ничто не поделаешь. Прошелся, ребята, ну даже не поедено. Сегодня вот получается первый раз, как комбайн вообще ни одной рыбки не принес. Да, слабенько. Ну это понятно, рыба тормознула просто. Потому что яйца, тут его просто очень много, и он на малявки попадается. Здесь на вкуснейших червей, я думал бы, из 5 какой-то бы все равно стрелял. Не сказать, что место не перспективное. Гена говорит, Андрюха, место, говорит, здесь перспективное не может быть, потому что он говорит, везде этот ясь. Ну, тут даже харис попался в целом. Ну, как-то оно так. Палки, естественно, я проверять сегодня не буду, ребята. Сегодня вот выход такой был у меня. Проверил жерлицы. Жерлицы хоть немножко дали рыбки. Ну, опять же, все штучное. Нет такого вау. Ну, попал, ребята, не вовремя немножко. Еще раз говорю. Но опять же, мы не за рыбой сюда едем. Мне не надо рыбу, прям целую гору. Немножко рыбка поклевывает, и ладно. Просто охота была, конечно, вам показать, какие рыбалки на севере бывают. И так далее. Ну ладно. Местные, смотрю, базируются. Сегодня они расставляются вот выше Гены. Все-таки люди рыбачат, они не сидят дома. Все стараются поймать Никодима Печорского. Ну как-то так. Где-то приедет сегодня вечером, наверное, и, в общем, поеду я домой. День короток, ребята, просто вообще не хватает времени. Сейчас пока доеду, растоплю печь, приготовлю что-нибудь покушать. Как раз Геннадьевич приедет. В общем, сегодня прокатился нормально. Ладно, ребята, поеду. Дычки трогать сегодня не будем, да и бессмысленно их долбить каждый день, что они рыбу не дают. Лучше вот реально 2-3 дня давать и уже приезжать уже с какой-то там надеждой. Живец он плавает, налимчики висят мелкие на крючках. Они могут поймать бонусы, конечно. Ладно, погнали. Смотрите, сколько куропаток, ребят, поднял. Охренеть. Вон туда в кусты сели. Охренеть их сколько. А проезжал не было. Да, куропаток очень много. Стреляй прям не хочу. В этих кустах не сидят.
замерзла, Руна? Ох ты, красотка какая. Все скушала уже, да? Сейчас дам тебе сено. На, кушай. Опа. Кушай, родная, кушай. Пока твои хозяева придут, вечер настанет. Давай, крепись. Ну вот и деревня, ребятки. Добрался. А вот и милый дом. Масло выключаем. Все. Прибыли. Прибыли, ребятки. Так, ну что у нас? Общий улов пополняется. С Геннадьевичем. Сегодня пополнился и щукой. Вот у нас вот есть хариус, ясь, налим здоровый. Сейчас щучка. Еще, ну, правда, не залазит, ну ладно. Как-то так, ребята. Прокатился, ребят, на урагашке. Понравилась мне техника. Ничего так. Модуль мне очень понравился, конечно. Сидишь, прям вообще кайфуешь. У меня же все же вот на моем утопленнике, ну, там рама жесткая, и получается нет вот этого. Как бы чувствуешь удары, да, есть какие-то жесткие. А здесь прям реально чувствуешь, задние сани прыгают, а ты сидишь прям на пружиночке вот этой, прям вообще. Это вот производителем, прям не знаю, зарисовочка такая. Круто работает вот эта вещь. Деревня, смотрю, топится, мороз стоит. Ну, Геннадьевич к вечеру приедет. Что у нас? Как раз солнце садится, ребят, успел. 2-3-4 часа и все. Хорош. Охренеть. Топим печки, как обычно. Готовим кушать. Что-нибудь приготовлю вкусного. Сейчас посмотрю, что у нас там есть по продуктам. И ужин приготовлю, как раз Геннадьевич приедет. А у меня уже все готово будет. Тепло в избе. И на столе уже накрыто, налито. Ладно. Такая рыбалка сегодня, ребят. Ничего, пойдет.
В общем, ребят, покушал, отдохнул. Думаю, а что нет, ребят, давайте баньку затопим, наверное, да? Банька все-таки это вещь. Тем более уже сколько рыбалка было, сколько лазили, сколько все равно потеешь. Вещи я с собой брал чистые. Геннадьевич вернется еще не знаю во сколько. Единственный момент, только не знаю, где колодец. Примерно так предполагаю, где. Сейчас разберемся с баней. Тут если что, есть какие-то бутылки 5-литровые. Там. Если что, можно завестись, даже на буксе сгонять, привезти воды. Банька, ребята, будет вообще в цвет. Все. Погнали топить баню. Есть дровишки даже. Дрова сейчас наколем. У нас. О, пошла возня. Нормально. Так, ну ладно, что. Поиск колодца. Так, это тогда тоже поставим греться. Как-то пускай греются. Флягу беру. И вперед. Кого дровишек немножко. На баньку, на дом. Флягу поставил, корыто большое. Сейчас поищем колодец, ребят, в деревне, я не знаю. Примерно там где-то я знаю, а так не знаю. Будем искать. Поехали искать колодец. Привезем водичкой. И будет вообще красота, ребята. Уважаемый, приветствую. Подскажи, пожалуйста, где можно воды набрать, колодец? Воды? Да, воды. Колодец? Да. Не знаю. Не знаешь? Не знаю, водокачку, наверное, закрыли. Не, водокачка, говорят, здесь по времени. А где-то колодец, и, блин, даже не знаю, я тут тоже не местный. Тоже не подскажешь, да? Можно, по идее, ты питьевую имеешь в виду? Да, я на баню. На баню? Да. Там, в принципе, как бы не питьевую-то не нужно. А не знаю, у тебя подымется, не подымется. Здесь поворот будет и спуск там будет. Ага. Вот прямо вот здесь поворот. Ну, мне, как объясняли, я у Гены Растворова сейчас в гостях. А Гена уехал в Троец по делам. Ну. И пока его нету... Где сказал? Гена сказал, вот, получается, возле его брата проезжаю, и что-то там какой-то сарай, там колодец, не могу им понять, нигде не обозначено. А, ты тогда это, не знаю, тут колодец, если есть там вода, вот буквально вот по той улице проезжаешь. Ну вот я там где-то и петлял сейчас и не могу как бы найти, сориентироваться. Вот там проедешь первый дом, там
второй дом будет, и напротив второго, возле этого, не знаю, там вода есть, нет? Прямо вот буквально здесь поедешь, и с правой стороны, вот первый дом, второй дом вон горит. Свет, Так, вон второй. так, Напротив второго дома там есть колодец, только не знаю, там вода есть, нет. все понятно. Ладно, понял. Сейчас посмотрим, значит. А если нет, то еще где колодец? Внизу здесь под горкой. Под горкой есть. Вот тут вот проедете за сараями. И здесь вот проезжаешь поворот, и спуск будет такая горочка. Ага, тропинка, да? Да. Не, здесь ты тропинка, ты путаешь, я у Батуры говорю. А, у Чтоб Батуры, да. Чтобы близко было набрать. Понятно. Там, короче, Вот первый Перво- уже спуститесь, да. и будет горка такой спуск. Ага, первый, там- первый спуск, и прямо на спуске, На спуске с правой там справа стороны есть там колодец. Да? Он недалеко, Там да, колодец. от дороги. все, понял, спасибо. Там Сейчас точно съезжу. есть вода. Ага, благодарю. Ё-моё, вот как сложно с водой тут. Сказали спуститься, спустился. Ага, вижу колодец, ребята. Да-да-да. Блин, мне в такую гору затащить тяжеловато будет, мне кажется. Да, вон, вижу колодец, ребят. Вот такие тут спуски бывают. Ага, все, нашел. Вижу точно колодец. Флягу затащу, нет? Есть ведра рыбацкие, ребята. Буду таскать вручную. Ну вот. Опа. Что там, как у нас дела? Печка топится. Досик. Кладем печурку нашу. О, лед-то, ребят, растаял. Отлично. Лед тает. Баня уже хорошо становится. Ну, ништяк. 7 час, ребята. Банька уже почти протоплена у меня. Слышу сейчас звук. Походу машина приехала. Геннадьевич вроде привернулся. Наконец-то приехал. Привет! Здорово, Геннадьевич. Я что-таки думал, все-таки после бани с чешского барного я, думаю, не помешает. Понятно. Ну, добрался, молодец. Все, Раз. доехал. Правда, плохо прокачали сцепление. Надо позвонить и пригорить. Я заплатил. Красавчик, красавчик вернулся. Нормально. Наконец-то блудный сын вернулся, блин. Да. Сутки почти не было. Сутки не было, получается. Ну да, больше даже уже. Чуть-чуть даже больше. Погнал я в баньку. Протопилась, плачет. Плачет банька. Так называется. Вот такой мороз, конечно. Все, полетели. Красота. Банька. Все, братва. Как будто заново родился. Ну, не западло постирать шматье свое.
Трусилы, населы, как в армии. А чё? Не каждый раз же должна машинка стирать или же супруга за тобой. Вообще бомба. На улице минус 30, ребят. А здесь такой переход. Сейчас бы в снежок, но не хочу рисковать. Так как еще рыбалка, еще домой. Могу заболеть потом. Дома еще можно. Ладно, потею. Ну как, отлично. Ребят, морда лица нормально себя чует. Не бритый, базара 0. Красота, все. Ну все, Геннадьевич, можно теперь наливать. От души просто. Никогда не знали мы этих дней веселых. Да. Жилась малышня. Снежные бабы. Кабы. Геннадьевич, все готово? Присаживайтесь, пожалуйста. Шикарно. Ребята, доброе утро. Шикарная погода, ребят. Морозик спал, даже снежочек небольшой пошел. В общем, все, сегодня последний день. Сегодня будем выезжать в деревни. Завтра еду домой. Посмотрели по автобусам, как ходят. И, в общем, сегодня надо выезжать в любом случае. Ну, с утра, конечно, мы съездим на проверку. Проверим жерлицы. Может, ребята, монстряло этот попался, который кусался. Ну, будем надеяться, конечно. Ну и, конечно, у нас палки все проверим. Комбайны. Дай бог повезет, ребят. В общем, все. Позавтракали. Заправляем технику. Ну и в бой. Так, ну все, готовы. Едем, братва. А вдруг последняя, ребята, ночка, она была, матерой. И у нас будет бонус какой-нибудь. Погнали. Так, друзья, решили разделиться. В общем, Гена остается на палках, а я еду на озеро поднимать жерлицы. День короткий, быстрее будет. Ладно, посмотрим. Ну вот и добрался. Ну что там у нас? Есть что-то интересненького? Нет, ребят? Ага. Вижу сработочку, ребята, и на том же месте. Отлично. Вчерашние перестановки, ребята, не сыграли, но на которую щуку поймал, трешка где-то была вчерашняя. Есть сработка. Место какое-то интересное. А вдруг там этот монстр, который погрыз щукаря. Та сторона молчит, но я еще, правда, до конца не вижу. Но вот эта сторона все тихо. Тихо, и вчерашние свежие жерлицы сработали. Но сработка есть надежда на какую-то рыбку. Давайте. Да, теперь вот точно вижу, что тот ряд мертвый. Вчера, получается, на вот эту была щука там с травой и там. Я этот угол перекрыл. Но, увы, ребята,
Но, увы, одна сработка. И что-то тут леска на месте. Что-то тут набородило. Набородило. Что непонятно вообще, ребята. Что и как тут. Все-таки вот с этими саморезами нет такой регуляции, ну, регулировки вот этой натяжения катушки. И бывает вот, ну вот это прям вообще никак не есть хорошо. Ладно, сейчас распутаю, посмотрим. Вроде разобрался. Так, а тут, ребят, промазал. Походу капитально. Ну, не капитально, но промерзло. Так, щука есть, ребят, вроде. Щука есть. Надо печню раздолбить. Вылезет. Луночки-то промерзли. Хорошенько промерзли. Какая-то есть натяжка? Непонятная. Может и не щука. Что-то не тащит нифига. Такая трава. Нет. Что-то есть какая-то натяжка. Нет, щука есть, ребята. Есть рыбка. Сейчас она будет завести. Ух ты! Хорошая, ребят, деваха. Такая же малышка. Что-то шло так спокойно вообще. Отличная красотка. Такая же, ребята, щука. Круто. Что-то как-то подустала, неполная невымотка. В траву куда-то забилась, походу. Но есть здесь щуки, хорошие щуки. Так что, Геннадьевич, давай рыбаль. Здесь можно рыбачить. Ладно, достаем. Какое-то интересное здесь место. В одном месте. Вчера сработка щука. Сегодня сработка щука. Да щуки такие добрые. Хорошие щуки. Палки не работают. Не зря жерлицы поставил. Опять вообще в шахте. Блин, сегодня вот этот ветер, конечно, хиус давит, блин. Добро, ребята. Отлично. В общем, ребята, вот такая щучка попалась. Но это чуть поменьше. 2,5, двушка. Вот так вот. Вчера покрупнее явно. Все сразу, хвост замерзает. Не удалось поймать того монстра. Но я думаю, Гена за меня ловится. Отлично. Ну вот опять же одна сработка. Тишина. Вот тут место какое-то интересное. Вот именно этот пятачок. Какой-то проход тут, походу. Ладно, руки стынут, ребята. Это жесть просто. Хиус, да. Наберу воды. Ну, потому что голян живой, ребята, на крючках. А живец зимой, сами знаете. Тем более в таких краях. На вес золота. Чтобы сохранить его, сниму с крючков его. И обратно их в тюрьму. Отработали нормально. Все, в общем,
иду собирать, ребята, жерлицы. Вроде как рыбалка не получается, но в день рыбку добываем. Это, конечно, не результат. Но раз приехал, что потом делать? Не психовать же, не ездить, не домой же ехать. Запланировал на недельку приехать. Ну и вот, отрыбалили. Ну, все-таки жерлицы немножко дали рыбки. Это хорошо. Живет здесь бонус. Так что нормально. Отлично. Собираю жерлицы, ребята, смотрите. Только сейчас заметил. Рябинка. Столько ягод. Офигеть. Следы. Кто-то ходит. Ну, рябчику есть что покушать. А так в целом. Опа. Тут заяц ходит. Толстопятый. Такие следы у него. Я ему оставлю. Пускай он потом придет, покушает. Надо подкармливать местных. Вон тут где-то он лазил. Заяц не сможет дотянуться. Ладно, подарок ему. Почти уже закончил сборку. Руки, ребята, просто, я не знаю, там как Геннадьевич на реке. Я лично здесь в шоке. Ну, голянчики все живые. Обратно их, получается, потратил всего 4 живца. О, какие, ребята, гальяны. Красавцы. Блин, ну вот это живец, так живец. Крутой живец просто. Ребята, у кого есть, где-то он ловится, берите на заметку. Живет, похрену ему. На крючках живет. Отрыбачили, вон также заморозили его в бутылке. Палку поставили, приехали, печней отдолбили. Все, работает. Все, ребята. Живчиков обратно. И отлично. Все, ребята, смотался, живцов отправил. Вот такой улов сегодня. Так что не с пустыми руками. Щука сразу замерзла, ребята, очень сильный хиус. Прям вообще вот. Лучше мороз 30 градусов, но спокойно было, чем вот так. Что-то касаешься воды и сразу руки вон. Смотрите, ребята. Просто аж, блин. Спасибо, говорю, озеру. Приютило. Это даже не озеро, ребят, болотце какое-то. Маленькая озерка. Ну, монстры здесь живут. Геннадьевич там на Печоре, наверное, с ума сходит вообще. Жестко. Ладно, термос с собой. Чай попьем, согреемся сейчас. И до Гены поедем. Вот так вот. А, ребята. Как руки мерзнут, это жесть. Вот хиус. Почему так его называют? Потому что он просто ничтожно палит кожу. Ужас прям. Особенно когда вот занимаешься чем-то вот таким, жерлица, живца насаживать, проверять. Холодную палку вот сейчас сырую, я не знаю, там Геннадьевич, наверное. Давайте, ребята, за щуку, за рыбалку. Все равно нет-нет, подкармливает. Давайте за север вообще, за погоду, за морозы. Давай, озеро. Спасибо тебе. Полетели, ребят.
до Печоры. Интересно, как дела у Геннадьевича. Геннадьевич, смотрю, палки поднимает. Лотки вот так подвешивает. Палки поднял. Правильно, рыба не идет. Смысл ездить, тратить бензин, силы. Тут все равно, в принципе, кто-то занимается. Если налим зашевелился, то кто-то все равно даст знать. Ладно, я снимаю комбайны, ребята. Ребята, тут рыба, оказывается. Рыбка сидит. Ё-моё. На комбайне. На комбайне не были загнуты. Сейчас будем доставать. Катушкой кручу, короче, не понял. Чувствую, кто-то брыкается. Все промерзло уже, конечно, хорошенько. Уже не 130, а 80. Не знаю, хватит, не хватит. Кто-то не крупный, брыкается. Ладно, попробуем достать. Да, ребята, рыбка есть. Так, первый поводок. Хариус, ребят, смотрите какой. Юк-макарек. Вот дела. Кстати, на это он и попадался первый раз. Дал рыбку. Боженька. Сидел-то уже плохо, смотрите, ребят. Какой красавчик. Расшипейся. Ух, крупный. Классный. Жила рыба. Уже брыкал, уже не уставший. Вон он, ребята. Печорский харис. Благородная рыбка. Красота. Хороший, грамм 500, наверное. А я тащу уже, все такой. Чувствую, что ничего нету. На поводочек. На простой крючок. Вот ближе к течению уже, к середине. Сразу, смотрите, ребят, махом замерзать начал. Ну вот. Красота. И вот получается последняя мормышка. Вот такая желтая, тяжелая. Она вот тащит, получается. Все-таки дал Боженька рыбки печорской благородной. Второй харис на комбайн. На этот же. Все, я потом такие мотоилки сделал. И получается косу заматываю так спокойненько. Вот как-то так, ребята. А здесь тоже рыбка, ребята. О, какой хорезок, смотрите. Жиган. Ёк-макарёк. Блин, как мы тебя сейчас отпустить? Опа. Получится, нет? Получилось. Давай, друг. Жиганчик, ребята. Хорюски гуляют. Значит. Жиганчик попался. Отлично. Можно рыбачить на комбайны, на Печоре. Ну вот я, когда шел дуром, это бы было что-то. Я бы, ребята, гарантирую, на 3 поводках бы сидела рыба. Но, увы, опоздал. Тут тоже рыба, ребята. Смотрите, какой ёрш. Вот это ёрш. Так, ёрш. Заглотил. Белому сюрприз. Привезем сегодня свеженького покушать. Белый ждет рыбу. Вот это ерши печорские.
кабаны. Ну вот, ребята, видите, ребята, такой лов у меня. Щука, хариус, ёрш, кстати, ёрш из роухи. Ну, походу, такое давление, ребята, что вот, ну, не знаю, грамм 500 тут хариус. А он еле-еле дергался, да и щука где-то 2,5, наверное, тоже шла вяло. Это, наверное, такое давление, что рыба, ребята, просто в шоке. За это у нас ничего не клюет, не попадается. Гена решил сняться, правильное, думаю, решение. Ну вот, я отстрелялся. Такая щучка, хариус, ёрш, черный хариус. Еще бы на лемяху на палку поймать под занавес, было бы вообще шикарно. Ладно, все, собрался, все, убрал комбайки, отрыбачили. Вот так в пакетике, ребята, у меня красиво. Все смотано. Знаю, что еще рыбалку поеду и все там в порядке. Ох, вот это хило сегодня. Ладно, чай пью, Евгений. Гена, смотрю, тоже не с пустыми руками. Такой налимчик попался. Ну, вроде все. Пусто у него. Ну все, ребята. Подняли палки. Иначе завязываться этой рыбалкой. Ну, сами видите. Неделю мы работали. Пробовали. Но результата никакого. В общем, комбайны, вот жерлицы хоть выручили немножко. Ну, ладно. Бывает. Это же рыбалка, ребят. Это же не магазин. И тут надо тоже предугадать. Погода играет свои роли всегда. Причем не всегда. Не бывает так, что каждый сезон все одинаково. Ну все, ребята, едем домой. Палки подняли, река молчит, но жерлицы хоть немножко дали. Прощаюсь с рекой, с Печорой зимней. Побывал здесь зимой, порыбачил. Ну, я и не говорю пока, я говорю до свидания. Все равно встретимся еще. Все равно приеду. Все, пока, давай, речка. Житель идет, ребята, в деревне пешком. Сейчас довезем его. Сейчас довезем. Дойти еще километров 7 ему. Вот ходят ребята, молодцы. А что делать? Жрать-то охота. Давай, спасибо. Давай, батя, удачи тебе. Не болей. В деревню. Все, у нас сборы. Пакуем чемоданы. Продуктов, ребят, смотрите, еще. Тут пакет. Тут в ведре там хлеб. Короче. Ну, планировалось побольше, конечно, порыбачить. Съездить на избе, пожить. Там озеро еще проверить. Ну, тут звучатная смс-ка. Мне надо ехать, ребята, срочно домой. Пришла техника. Идет хранение уже. Там 1500 рублей в день. Ну, как бы тоже по карману бьет эта труба. Все, в общем, пакуемся и сегодня едем, получается, в Троицк, ночуем там, а с утра у меня уже автобус. Ну что, родные, вот он, наш улов, в общем, что получилось наковырять за эти нелегкие денечки. Ну как нелегкие, трудовые, да, и холод был, и снег, и мороз. Первый бонус, ребят, калачик. Когда мы его достали, я думал, ну все, это Печора, мать, вот такие красавцы нас будут радовать. Ну, по длине такой же где-то, да, получается? Да, ну потом
Долбайкот, труба, вот, в общем. Все. И напоследок вот сегодня. Да, вот все, что из налима. Хотя вот ехал, ребята, не за этой, не за этим, ну, может быть. А вот ехал именно вот за такой рыбалкой. Ну, получилось вот так у нас. Геннадьевич говорит, рыбу, Андрюха, забирай. Конечно, Угости своих. Что тут делить? Благородная рыба даже есть, ребята. Вот. Лохарицы, красавцы, да. Ну и вот щучки, которые даже на них не рассчитано было. Вот, оказывается, живут там такие. Все. Собираем вещи, как бы выезжаем. Ребята, топим до дома. Перевертыш такой, он лежит, блин. Проверим. Что-то не видно никого вообще. Что, друзья, 7 вечера. Поднимаюсь домой, я добрался. Купил вкусняшек. Супруги цветочков. Все-таки неделю не виделись. Отличное путешествие получилось. Все, братцы. На связи. Подошли из-за угла. Как? Давай что-то попроще. Попроще.